Концерт сегодняшнего коллектива на самом деле, наверное, произвел мини-революцию у нас. Восторженно мы услышали ваши песни. Какая культура песенная. Очень уникальное выступление. Все очень здорово. Все на полном позитиве. Концерт вообще супер. Спасибо, что приехали. Ждем еще в гости. Слова признательности и восхищения. Как важны они для артиста. Ради этого стоит проехать расстояние, привыкнуть к смене часового пояса, поменять плюс 15 на минус 30. Прославленный коллектив из Адыгеи, государственный ансамбль народной песни и танца «Исламей» выступил с концертами в далекой республике Саха. Край северного сияния оленей и алмазов встретил наших артистов суровой зимой. Здесь в ноябре уже минус 25. Исламей смог растопить сердце царства вечной мерзлоты. В Доме дружбы народов впервые прозвучала песнь адыгского народа, и здесь стало по-кавказски солнечно и тепло. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского – одна из главных концертных площадок Якутии. Он был открыт в 1980 году как Дворец культуры и техники. И сегодня здесь работает более 30 творческих коллективов. И вены, и венки, юкагиры, долганы, якуты, чукчи. Национальности Республики Саха представляют содружество талантов. Песенные, танцевальные, театральные, творческие коллективы дружного дома в День народного единства открыли 35-й творческий сезон. На празднике северян Исламей был единственным южанином. Ансамбль пригласили в качестве почетного гостя. Коллектив успел побывать в разных регионах России и зарубежья, и все же отправиться в такой дальний путь для всех было неожиданностью. Расстояние от Адыгеи до Якутии составляет почти 6000 километров. На самом деле это было очень неожиданно, и с одной стороны, а с другой стороны очень приятно, что совершенно другой народ, так далеко живущий, захотел увидеть на своей земле, на своей, я бы сказала, земле вечной мерзлоты, увидеть такой южный народ с таким темпераментом, с такой программой, очень незнакомой, с другим языком, вообще с другой культурой. Это очень радует, это людей объединяет, и это, ну, не знаю, мы с удовольствием приехали сюда. 30 человек, вокалисты, танцоры, музыканты и наша съемочная группа на автобусе добрались до Москвы, оттуда на самолете до Якутска. В аэропорту делегацию встретили необычно, можно сказать, ритуально. 200 лет назад якутов крестили в православие, а они так и остались язычниками. Благословение, чтоб якутская земля вас приняла. Гостей обмахнули конским хвостом, угостили кумысом. Продукт национальный, в республике налажено его массовое производство. В год в Якутии выпускается до 15 тысяч тонн кумыса. Напиток, кстати, по вкусу напоминает национальное блюдо адыгов – кундесу. Идейным вдохновителем северного турне была Яна Викторовна Игнатьева, директор Дома дружбы народов. На протяжении ряда лет она знакомит жителей Саха с культурой других народов. И когда узнала об ансамбле «Исламей», задалась целью пригласить артистов из Адыгеи. На осуществление проекта понадобилось 2 года. И вот в год культуры все свершилось. Напевы далекого детства зазвучали в далеком крае и согрели сердца жителей царства вечной мерзлоты. Первый день пребывания в Якутске ансамбль принял участие в открытии творческого сезона Дома дружбы народов. Вместе с артистами северных регионов Исламей поздравил коллектив концертного зала и передал приветственный адрес главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Дорогие друзья, бурными аплодисментами встречайте
Уникальное и самобытное явление в мире искусства России – ансамбль «Исламей». Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите от имени главы Республики Адыгея Аслана Кетовича Капушинова поприветствовать всех участников, организаторов и зрителей этого прекрасного мероприятия. Мероприятие посетили и представители властей Республики Саха. Сохранение и развитие национальной культуры в приоритете правительства Якутии. Вице-премьер Алексей Дьячковский, делясь впечатлениями после концерта, отметил, что Исламей – образец высокой культуры. И он, и представитель парламента Саха были хорошо знакомы с традициями многонационального Кавказа. Очень приятно сегодня, День народного единства, сегодня видеть наших гостей из Республики Адыгея. Такой прекрасный творческий коллектив. И, конечно, когда я слышал, смотрел, я чувствовал простору, я чувствовал размах. И действительно, наверное, это и сама природа Адыгеи, и сам Кавказ очень много дало. Да? И мы ощущали вот здесь, в нашей суровой земле, можно так сказать, холодной Якутии, но, скажем, теплые сердцами людей, которые здесь живут. Мы ощущали эти просторы, этот размах. И мы везде много были. Я, конечно, был в Северном Кавказе, Пятигорск, Нальчик. Но вот, в принципе, действительно, эта культура, это вот, наверное, Северный Кавказ для России это очень интересный регион, когда небольшом по сравнению с Якутией участком земли находится столько народов и живут действительно дружно. Есть там, ощущается взаимоподдержка, взаимопонимание, и это очень дорого. И мы должны учиться, наверное, все россияне и, наверное, весь мир учиться у кавказских народов. Ваш ансамбль выступил с поздравительным номером. Ну, конечно, на первый взгляд, очень уникальное выступление. И музыкальные инструменты, и голоса поющих. Но я такое, наверное, впервые слышу. Впервые услышавших и увидевших такое яркое музыкальное выступление в зале было много. Были на мероприятии и местные журналисты. И, конечно же, они не могли не проявить интереса к коллективу из Адыгеи. Наши артисты выступили не только на сцене, но и на телевидении. В прямом эфире национальной вещательной компании «Саха» заместитель директора ансамбля Сениет Агиржанокова рассказала об истории и концертной деятельности Исламея. Сенит Рашидовна, расскажите, пожалуйста, немножко о вашем коллективе, чтобы мы имели какое-либо представление. Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгея Исламей является одним из ведущих коллективов и России, и Северного Кавказа. Он единственный коллектив, который в синтезе показывает на сцене из коллектива Северного Кавказа народную музыку, народные танцы, воплощает в искусство современные какие-то оттенки, исполняя при этом народную музыку и также авторское произведение художественного руководителя Аслана Касимовича. И вот такой коллектив, своеобразный. На вопросы журналистов в программе «Жизнь прекрасна» отвечала и заслуженная артистка России Сусана Хуака. Там же был показан танец Исламей в исполнении Руслана Сиюхова и Рузаны Тлюстангеловой. Спрашивали про изюминку нашего коллектива, что у нас самое такое, что может понравиться. Я сказала, что в целом мы должны все понравится, потому что у нас как бы редкостный коллектив, который сочетает в себе синтез народной песни, народной музыки, народного танца, и все это преподносится на современном уровне, по-современному обработанные, не испорченные, а украшенные народные песни, что они слушаются сегодня на одном дыхании и воспринимаются любым зрителем. Утром телевидение, в обед экскурсия. Северные гастроли у Исламея были еще и познавательными. «Царство вечной мерзлоты» – так называют республику Саха. Так назвали и музей ледяных скульптур. Царство вечной мерзлоты. В республике, где зима хозяйничает 9 месяцев, можно сказать, что вот такие ледяные скульптуры являются одним из главных достопримечательностей.
Температура в ледяном подземелье, музей расположен под большим курганом, круглый год одна и та же – -8. В сравнении с погодой на улице, можно сказать, в царстве вечной мерзлоты вечная весна. Своеобразную пещеру выкопали 50 лет назад и применяли как холодильник. Некогда здесь хранились запасы мяса и рыбы. Сегодня же здесь расположился музей ледяных скульптур. Кто делает вообще вот эти фигуры? Вот эти скульптуры делают наши художники, скульпторы. Если умеешь рисовать, умеешь и вот это делать. А технология какая? Специально заливается это все, вырезается контейнер какой-то? Нет, вот, это привозят с Лены куски льда. С Лены? С Лены, да. Их тут распиливают и вот соединяют, например. Это вот соединение вот. 2 льда соединили, вот. 3 даже, вот. Вот это другой лед. Это другой, это другой. Это тоже другой, вот. Их склеивают каким-то склеивают образом? водой склеивают. У них клей, вода. Пещера поделена на несколько залов. В первом гостей встречает повелитель холода Чисхаан, якутский Дед Мороз. Здесь его резиденция и его трон. Ну как же на нем не посидеть? И про холод, и лед можно позабыть, ведь кругом такая красота. Разноцветные лучи подсветки переломляются в прозрачных ледяных скульптурах, и выглядит все сказочно. Это на самом деле сказка, и каждый элемент, находящийся в этом месте, он что-то значит. Там из истории якутов, чему-то посвящается, какой-то символ. Мне стало интересно, пальцы человека, рука человека, и на каждом пальце изображена фигурка. Я его спросила, что это означает. Это, говорит, левая рука якута. Это его семья. Он сам, олень, жена и его дети. Это так интересно вообще. И вот так вот каждая фигура что-то означает. Здесь эти скульптуры, все они такие замечательные, такие красивые. Даже себе колечко приобрела, вот. Ледяное колечко. А так, очень масса впечатлений, буря эмоций такая, просто прям захватывает. Мне очень нравится. Не холодно? Холодно, мороз так прям обжигает щеки, но ничего, терпимо, это стоит того. Очень необычно было гулять среди стен, покрытых хлопьями снега. Впечатляет комната, в которой лежит голова настоящего мамонта. Не череп, именно голова, хорошо сохранившаяся в этой самой мерзлоте. На самом деле, представляешь себе Якутию вот именно вот в таком плане. Вот эти фигуры подчеркивают то, что вот здесь очень холодно и красиво. На самом деле. Царство? Царство вечной мерзлоты, да? Вечной мерзлоты, ага. Да, точно. Холодно? Нет, я бы не сказал. У нас бывает холоднее. Терпимо, да? Да, тут сухой холод, и поэтому он легче переносится и приятнее. Шамсудин, конечно же, как настоящий мужчина, скромно промолчал. В Якутске было очень даже холодно и морозно. Хотя мы не раз слышали: вы вовремя приехали, у нас еще тепло. И это при -30. Оказалось, это далеко не предел. Здесь зимой бывает до 50 градусов мороза. Местные жители к такому климату относятся нормально. Главное – правильно одеваться. Обязательно шуба из натурального меха и унты – традиционные северные меховые сапоги. Недалеко от царства вечной мерзлоты группа посетила этнографический комплекс Чорум-Муран. Здесь удалось увидеть северных оленей, но знакомство было стремительным. Все поспешили в автобус. Все-таки нелегко южанину приходится на севере. И все же ансамбль перенес стойко смену часового пояса, температурного режима, дальнюю дорогу и плотный график. После экскурсии Исламей провел репетицию. Впереди было 2 сольных концерта. На струнные инструменты, говорят, холода влияют. Вот как-то инструмент изменил свое поведение, свое звучание? Ну, на удивление, ничего не изменилось. Видимо, ему все нравится. И погода, и обстановка. Вот. Так что нормально. Будем играть. А вам каково? Ну, нам немного свежо. Интересно зато. А вообще сравнивать, если со всеми гастролями, по
отдаленности? Это самый дальний участок получился? Да, самая дальняя поездка, поэтому это очень интересно. Хоть и холодно, но интересно. Конечно же, влияет. Строй меняется, все низко. Ну ничего, разогреется и будет все хорошо. Главное это греть. А что вообще больше всего вот впечатляет вот в месте, где мы находимся? Погода, да. Очень холодно. Ну, самое яркое впечатление, да. Мороз. Это мороз. Да. Сегодня что в программе прозвучит в твоем исполнении? Все. Готовность номер 1, ровно в 4 начинаем. Все, что обычно, шаритым, напевы, ронда, вся программа. В концертную программу вошли известные произведения из репертуара ансамбля. Напевы далекого детства, рапсодия, элегия, фрагмент оперы «Раскаты далекого грома». Композиции, покорившие сердца тысяч людей, не оставили равнодушными и жителей Якутии. «Откуда эта музыка во мне?» – пели артисты со сцены. «Откуда эта музыка в вас?» – спрашивал удивленный зал. Выступления артистов сопровождались бурными овациями, прошли с аншлагом. Зритель приехал с разных уголков Республики Саха. Дом дружбы народов в дни пребывания делегации Адыгеи открыл свой 35-й творческий сезон. Выступление ансамбля «Исламей» стало ярким началом концертной программы нового творческого года. Прием был теплым, дружественным, и никакие морозы не смогли помешать взаимопониманию двух совершенно разных народов. В такие моменты действительно понимаешь, что музыка интернациональна и не имеет границ. Хотели бы узнать ваши впечатления о нашем коллективе? Ну, вообще, моими словами это невозможно описывать. Настолько это хорошо, настолько это классически, высоко, очень на высоком культурном уровне, сценической культуры, можно сказать. Вот. Конечно, вы и ваши традиции, ваши, так сказать, традиционную культуру я мало знаю. Только вот в таких встречах. Но я думаю, это все вами подано, так сказать, в стопроцентном, так сказать, это понимании. Для нас, вот для местных жителей в Сибири, я якут, да, конечно, таких огненных, темпераментных танцев нет. Наши все замедленные, такие совсем другие движения. А тут мы увидели, конечно, очень красочные движения. Это парни смотреть любо, это орлы. А девушку, вот когда как-то нам говорили, что как чинара, да?
Вот они такие. Концерт сегодняшнего коллектива на самом деле, наверное, произвел мини-революцию у нас в городе, потому что очень красивое живое исполнение, прекрасное исполнение танцев, молодые статные девушки, ребята. И в целом очень все так построено гармонично, красиво. И я большой уверенностью могу гарантировать, что жителям нашего города очень понравилось выступление прекрасного коллектива из Республики Адыгея. Все очень здорово. На самом деле очень давно, еще в прошлом году хотела сходить, но у меня не получилось, поэтому с удовольствием пришла и очень сильно ждала этот концерт. Было очень интересно. Мне понравилось, что они и танцевали, и пели, очень талантливые. Да. А ты вообще раньше слышала о таком народе, что есть Республика Адыгея, есть адыги? Да. Представляла, какие это танцы? Недавно я была тоже на концерте, только в Сочи. На их, они там так танцевали. Очень хороший концерт, мне очень понравилось, необычно. В общем, мы как-то посещаем концерты всегда, когда приезжаем в город Якутск, и с удовольствием посетили этот концерт. Познакомились с творчеством адыгейского народа. Как встают на полупальцах, и как прыгают они на коленях, и крутятся. Дух очень хороший. Спасибо. Маленькая национальность тоже как народ Саха. Поэтому я поздравляю, что вы такую даль приехали. И всем желаю процветания вашему народу Адыгей, ансамблю Адыгей, и всей молодежи, детям, и всем будущим поколениям. Сохраните Кавказ, сохраните вашу эту традиции, танцы, песни. Это все самое богатство народа. Браво! Я впервые увидела выступление ансамбля адыгов, да, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я приехала из Хабаровска, и увидеть в Якутии выступление из Республики Адыгея для меня, в общем-то, очень эмоциональное воздействие произвело. Я была потрясена высоким уровнем подготовки артистов, прекрасная режиссура, постановка танцев, великолепное попадание в этнический образ и, конечно, прекрасные вокалисты, музыканты у вас замечательные. И мне очень понравилось, как все поставлено. В Исламии все так поставлено, что каждый вокалист выступает в том или ином номере ведущим солистом. Руководитель Аслан Нихай выводит на авансцену каждого исполнителя со своей песней. Поэтому у зрителей всегда есть возможность оценить талант не только всей группы, но и каждого артиста в отдельности. Сегодня, когда общалась со зрителями, долго пытались вспомнить твое имя. Надо было, наверное, его почаще произносить, но твое исполнение они запомнили. Ты чувствовал реакцию зрителя, обратную какую-то связь? Да, почувствовал с первых же слов, с первых же фраз, с первой ноты девушки впереди сидели, уже реакция была видна. Было приятно, конечно же, что песня о наших обычаях произвела такую реакцию на людей, на народ Якутии, которые сегодня были на концерте у нас. Многие подходили, расспрашивали, фотографировались, чтобы костюмы запечатлеть, чтобы нас запечатлеть. И это было очень приятно. И нам тоже было приятно пообщаться, потому что они даже разговаривают по-другому чуть-чуть, хоть и на русском языке, но они постоянно слово «да» добавляют. Хоть с вопросом, хоть с утверждением, но слово «да» у них постоянно присутствует и как-то подкупает это в конце предложения слова «да». Подкупают очень, они добродушные, улыбчивые, несмотря на то, что суровые морозы здесь, климат суровый, но они постоянно улыбаются, общаются легко, на общение идут, и такие мягкие по своей сути люди. Бывают такие зрители, когда очень тяжело на сцене, ты выматываешься, силы сильно, очень много приходится тратить. И когда второй концерт, чувствуешь себя вымотанным, и энергетически бывает, ты не можешь дальше работать. А этот зритель был превосходный, он просто подпитал даже нас энергетикой своей. 2 концерта в день, и причем недалеко друг от друга. Это
для Исламеи сложно или бывало такое? Бывало и 3. Бывало и 3 концерта в день. Ну, ситуации разные бывают, смотря вот в какую ситуацию попадаешь, так нужно и работать, естественно. Нас как бы никогда не говорили нам, что это легко, поэтому работать надо в любой ситуации, работать так, как будто это вот первый и последний раз. Это неожиданная поездка, как нас пригласили сюда, очень приятно. Мы из Кавказа второй коллектив, который побывал здесь. Из Алании был коллектив, они, значит, местные жители в восторге и в ожидании еще более чего-то. Концерт первый наш прошел аншлагом, полный аншлаг. Очень теплый зритель. Очень. Нам очень понравилось, как нас встретили. Несмотря на то, что холодно, очень сильные морозы, но теплота человеческих душ и теплота той встречи, с которой нас встретили, нас покорила. Очень. А заметно же было, да, вот вообще соло, гармошки, как они принимали. Вот вроде инструмент у них более какие-то струнные, барабанные, да, и для них, может быть, это как-то интересно. Очень интересно, проявляли интерес, люди подходили, спрашивали, что за инструмент. И очень было интересно. Шичепщины, гармошки. Звуки адыгейской гармошки, ритмичность национальных танцев, сильные голоса вокалистов, красивые костюмы. Якутский зритель обратил на все внимание, был впечатлен, удивлен, изумлен. В Адыгее живут наши друзья, к которым мы уже 2 раза ездили, поэтому такое ощущение, как будто мы опять вернулись туда. Мы смотрели, познакомились с прекрасной природой, были и в городе. Ну, а вот это настроение, конечно, просто великолепные песни и танцы, это просто немножко, конечно, совсем другое по настрою от нашего якутского, где очень все спокойно. Вот. Ну, а здесь это, конечно, это Кавказ, это темперамент, это энергия, это жизнь. Концерт изумительный, изумительный. Мы вообще-то издалека приехали с Хангаласского улуса, но именно мы собирались из Синагрина. Девочка моя танцует, и вообще мы интересуемся танцами. И когда был концерт Алании, мы тоже были. А вот Исламея – это вообще бесподобно. И пение народное, и танцы, все вместе – это вообще что-то, нечто. Как узнали о концерте? А к нам приезжали, приносили вот эти буклеты и говорили, рассказывали об Исламее. А вы знали вообще о Республике Адыгея, о том, что такой народ, такая культура? Или сегодня для вас что-то вот открытие было? Вы знаете, о черкесах-то мы знаем, еще о Лермонтова мы знаем, это школьная программа. И вообще вот кавказские народы, кавказские танцы, это вообще изумительные танцы. Это культура особенная. И вот прямо это счастье. Я привела свою племянницу, и мы вообще в восторге. Мне очень понравилось, было очень круто. Очень хорошо пели. Аплодировала? Да. А ноги в пляс ходили? Как-то хотелось танцевать? Ну да. Хотелось бы тебе научиться вот такому танцу? Еще они так хорошо ходят, кажется, что летают. Восторженно мы услышали ваши песни. Какая культура песенная. Вообще шикарно. Спасибо артистам. Были очень красивые костюмы, яркие, все красиво, как они танцевали, держали линии. Очень красиво. Аплодировали? Конечно. Кричали. Мы тоже приехали из Адыгеи вместе с ансамблем Исламеи. Хотели бы узнать ваши впечатления о сегодняшнем концерте. Очень даже хорошие. Зарядились на всю зиму. Вы вот очень тепло одеты, я смотрю. Но сегодня кусочек солнца получили от наших артистов? Обязательно. Там кино же показывает. Мы в Сочи были, вот нам вспомнилось. Специально билет купил и смотрел с женой. Очень приятно, очень темпераментные концерты, хорошо очень танцуют. Вот, мне нравится там этот танец с саблями и так далее и прочее. И ребята как танцуют очень красиво, подтянутые. Вот, мы очень рады. И ребята, надо жить, ребята, мирно. Все на полном позитиве, концерт вообще супер. Спасибо, что приехали, ждем еще в гости.
Гостеприимный народ Якутии по достоинству оценил талант великих мастеров. Благодаря Исламии в далеком севере узнали о богатой песенной и танцевальной культуре адыгского народа. И сделано это было высоко профессионально. Заставить встать в зал никто не может насильно, правильно? Если они люди вскакивают в конце концерта и начинают кричать «браво» и не хотят пускать, я знаю, это дорого стоит для артиста. Я думаю, это оценка, которую можно поставить за эти концерты, которые мы провели в Якутске. Инициатор северного турне Исламии Яна Игнатьева передала благодарственное письмо главы Республики Саха Егора Борисова главе Республики Адыгея Аслану Тхакушинову. Поблагодарила каждого артиста госансамбля Исламии. И сегодня мы, якутяне, восхищены профессионализмом, исполнением, качеством работы государственного ансамбля песни и танца. И выражаем свою признательность, глубокую и очень благодарны художественному руководителю ансамбля Аслану Нихаю за то, что он принял наше предложение. И вот ансамбль Исламей у нас на земле Олонхо. На земле Аланхом Исламей провел всего 2 дня, но прошли они насыщенно и увлекательно. Путь от А до Я, от Адыгеи до Якутии, проложенный Исламеем, был нелегким, но он стоил того, чтобы холодный север, пусть даже на 2 дня, согрелся от тепла солнечного юга.